помощью более 70 рабочих и 5 единиц техники здание нового детского садика с каждым днем обретает свой полноценный вид. Всего на строительной площадке трудится 10 бригад. В основном это каменщики, штукатурщики и плотники. Бригада Адама Арапеева занимается кровлей. Сейчас его команда выверяет каждый сантиметр, чтобы подогнать древесный скелет по уровню. Им предстоит покрыть дошкольное учреждение двухскатной крышей, а эта задача не из легких, особенно когда нужно работать на высоте более 10 метров. Потому что усилить бимбизия Бог. Так, это вопрос. Вы бежите, вы комментах мы бьёс. А сами мы где? Вы мудые муха. Синбахдуш казги. Вы бутхердон, сашинкера. В здании будет предусмотрено 4 лифта, один грузовой и еще один для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников оборудуют игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой. На каждую возрастную категорию свой класс от ясельных групп до нулевой. Раздевалки, спальни, игровые зоны, санузлы и столовая. И все это уже должно функционировать в начале сентября. Времени у рабочих осталось немного, но основной этап строительства закончен. Десада белхажевая, чёрна внутренняя, отопление это основное, стяжки, арахар белхаже, детские площадки, ну благоустроить детей садка полностью. Ханза доғар лахты жеш ханас торгезде ханза доғар сейтса долужи, дадулужук толбоби. Благодаря нацпроекту демографии обучение в этом детском саду станет доступным уже скоро. На объекте появятся новые рабочие места. Всего на Зране по нацпроекту построили 4 дошкольных учреждения. 2 в Гамурзиеве и по 1 в Альтиево и Насыркорте. Это 5-й. Он находится за каналом Центрального округа и сможет вместить в себя 220 малышей. На сегодняшний день по Назране обеспечено более 2700 мест в дошкольных учреждениях. На очереди стоят еще 1000 ребятишек. Помимо того, что тех разрешений, которые мы выдали на строительство на сегодняшний день, у нас планируется в ближайшие годы, на 22 год, на 23 год, еще 4 детских садов по 220 мест. И у нас на территории города есть 3 детских сада, они как бы не приспособлены полноценно чтобы быть полноценными садами, они как бы не приспособлены. Из-за этого мы планируем, что когда мы закончим этот проект «Демография» в рамках нацпроекта, они у нас будут эти 3 детских сада, они будут перенесены на новые детские сады, и у нас как бы вопрос с обеспечением детей детскими садами как бы закроется. Геолокация объекта также удобна для жителей села. Здание возводится в новостройках. Детский сад, он как бы уже стоит в нашем генеральном плане города. И так как у нас этот массив развивается, и люди сюда приходят жить, заселяют все больше и больше, поэтому мы предусмотрели здесь детский сад. Также у нас в генплане за каналом еще предусмотрены детские сады, и мы их будем как бы реализовывать по мере уже заселения данного массива. В других округах, конечно, у нас есть дефицит земли по городу, и приходится подбирать, чтобы соответствовал всем параметрам данный земельный участок и по площади, и по расположению. И таким образом мы формируем участки, представляем Министерство имущественных отношений, и совместно с Минстроем мы проводим всю работу, выдаем разрешение, смотрим на качество работы и вводим данный объект в эксплуатацию. Проект продуман основательно. На прилегающей территории установили трансформатор и дизельный генератор на случай перебоев электроснабжений. Предусмотрели все и для отопительного сезона. Установлена блочно-модульная котельная на 38 киловатт. С нового года в этих коридорах будет разноситься радостный детский смех. За качеством постройки учреждения следит стройконтроль. Обычно мелкие нарушения бывают. В процессе работы мы их устраняем. Делаем предупреждения, записи в журналах, предписания пишем. Естественно, они устраняют их.
Вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях в регионе решают оперативными темпами. Если раньше отправить ребенка в детский сад для многих считалось удачей, то скоро такая возможность станет доступна всем семьям. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.